открытии мотосезона в Ингушетии даже самые ярые нелюбители двухколесного транспорта решительно поменяют свое мнение. Красота, разновидность этих моделей, а самое главное, рев этих моторов. Зрелище действительно захватывающее. Спортивные байки, круизеры, туринги, классические чопперы и даже трехколесный детский мотоцикл. Американский Harley Davidson сразу притягивает к себе внимание. Легендарная марка из Милуоки, штата Висконсин, была собрана, наверное, чтобы осуществить детскую мечту Саида Харсиева. Ее мощность 1923 кубов, 107 лошадей на колесе. Разгоняется до 120 милей. Стоит такой мотоцикл 4,5 миллионов рублей. Это мотоцикл Harley Davidson Ultra Limited, CVO версия. Это как бы флагман Harley Davidson получается. 20-й год выпуск, производство Америка. Я его приобрел именно с Америки, привез сам. На нем всю Турцию исколесил вдоль и поперек. А вот черный Харлей. Звезда голливудских кинофильмов. Наследие легендарных праотцов компании Уильяма Сера и братьев Харли. Эмблема как завоевала свою популярность в конце 80-х, так и сейчас восхищением заставляет оглядываться на нее. Сегодня этот байк в рядах мотоклуба RZ. Разгоняется сколько надо, по крайней мере, быстрее машины. Это мотоцикл для наслаждения. На открытии мотосезона в Ингушетии можно увидеть мотоциклистов с совершенно разными предпочтениями. Любители драйва, адреналина и бешеной скорости обычно предпочитают Yamaha, Suzuki и Kawasaki Ninja, максимальная скорость которого может достигать до 400 км в час. Теперь ясно, почему байкеры говорят, на мотоциклах не катаются, на них летают. А вот мотоцикл Kawasaki Sport Tourist, байкера из Чеченской Республики. Мотоциклисту, начинающему, да, который хочет приобрести мотоцикл, что ему нужно знать в первую очередь? Или чем должен руководствоваться? Как бы сказать, короче, ну, сперва он должен так малокубатурно купить и осторожно, короче, все делать осторожно. Ну, не думать, что он уже, короче, полный ас. Все мотоциклисты в сборе, а значит, можно официально открывать мотосезон в Ингушетии. Байкеры облачаются в кожаные жилетки, куртки, надевают перчатки, каски с развивающимися флагами, по двое занимают выездную полосу перед Домом культуры. Из Сунжи по улице Рабочая, затем Калинина, мотоколонна через Троицкое выдвигается в Карбулак, ловя на себе восторженные взгляды жителей. Байкеры едут со скоростью 60 км в час. Дорога в Малгобек занимает около часа, уже здесь небольшая остановка. Весь маршрут колонну мотоциклистов сопровождает полиция, следят за безопасностью участников дорожного движения. Сейчас мотоциклисты остановились здесь, на улице Асканова в Малгобеке, совершить намаз, пообедать и вновь в дорогу. Далее осмотр байка, первичный ремонт, если понадобится, и можно готовиться к новому старту. Но прежде байк-шоу для местных жителей. Обратная дорога пролегает через Ачалукинские холмы. Мотоциклисты веселятся как могут. Поддержку байкерам выражают автомобилисты, которые сигналят и приветствуют открывающих мотосезон в Ингушетии. Солидарны с ними и мы. Покоряя центральные улицы Назрани, выезжают в столицу. Здесь, на площади Алания, остановка не конечная, но долгая. Жители и старый и млад фотографируются с двухколесными авто. Как раз можно отдохнуть и с самим мотоциклистом. Единственному мотоклубу республики RZ 11 лет и является одним из самых старых в СКФО. Президент сообщества, кстати, тоже на Харлее. Вы все время в дороге показывали вот так, два пальца. Это что означает? Два пальца — это в два ряда идем. Идет, ну, есть варианты в один ряд, два ряда в шахматном порядке, ну и там свободная тема, да. Когда заезжаем в более населенные пункты, где надо более аккуратно проехать. От программы активной к культурно-массовой. В кинотеатре «Россия» байкеры все вместе смотрят фильм о клубном заезде мотоклуба RZ.
С Ингушетии. Проехали 10 тысяч километров за 21 день. Приключения, отдых, юмор, остановка в больших городах и глухих деревнях. Ночи под открытым небом, участие в фестивалях, новые знакомства с единомышленниками. Жизнь байкера полна романтики. Мы ехали в Архангельск на, как его называют, край света, то есть на Белое море. Доехали до туда, вернулись обратно. В пути мы снимали то, что нам, кажется, было интересно, мы зафиксировали. И вот сегодня в честь открытия сезона организовали просмотр данного фильма. То есть ехать на мотоцикле там 1000 километров в день — это тяжело, но при этом это удовольствие, это отдых. В принципе, погода позволяла мотоклубу открыть сезон месяцем ранее, но организаторы решили это сделать ко Дню Республики. Адам Мережков, Джамалил Султыгов, Новости 24.